Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе медицинский осмотр в 2 этапа. В Абхазии будет проведена диспансеризация. Итоги за полугодие. В Гале собрался актив района. Горная Абхазия. Времена года. Завершилась первая летняя экспедиция популярного проекта. Государственная программа диспансеризации в Абхазии должна пройти в этом году в 2 этапа и охватить порядка 70–80% населения страны. График проведения всеобщего медицинского осмотра обсуждался на совещании в кабинете министров с участием главных врачей Абхазии под председательством премьер-министра Артура Миквабе. Диспансеризация проводится лечебными учреждениями в целях профилактики и своевременного лечения заболеваний. Впервые диспансеризация в Абхазии проводилась в 2012 году при содействии Минздрава России. Было осмотрено более 30 тысяч человек. Елена Лолуа продолжит тему. Диспансеризация дает возможность сократить вероятность развития наиболее опасных заболеваний и выявить болезни на ранней стадии для своевременного лечения. Методы исследования и график работ в районах и городах пока не определены. Мы хотим, чтобы главные врачи районов и поликлиник составили график, по которому мы будем делать диспансеризацию. То есть это будет, основная нагрузка будет на главных врачей районов, а остальные все по ФАПу. Последняя диспансеризация 3-годичной давности выявила, что в списке болезней лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые заболевания. На 2-м месте по численности больные онкологии. Растет число легочных больных и страдающих сахарным диабетом. Диспансеризация, которую мы планируем провести, она будет разбита на 2 этапа. Будет направлена в первую очередь на выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровья наших граждан, приводят к инвалидизации. По результатам диспансеризации на каждого пациента будет оформлен паспорт здоровья с данными медобследования, а в Минздраве создана единая база данных больных. Врачи рассчитывают, что удастся определить индекс здоровья населения. Медики предвидят трудности в ходе проведения диспансеризации. Это и отсутствие элементарных диагностических аппаратов, и кадровый дефицит. Поэтому вполне разумно будет сформировать бригаду врачей для работы в районах, считают они. Ни одного флюорографа в Гудауте нет. Посмотреть сегодня население там специалистами, этого, наверное, недостаточно. Почему? Потому что без флюорографии, без определенного инструментального обследования полной диспансеризации не будет. Но мы говорили с Анзором Азруновичем, министром. В общем, есть подвижки, что у нас будет этот аппарат скоро стоять. Многие болезни проходят бессимптомно, поэтому врачи подчеркивают важность своевременной диагностики. Особенно это касается здоровья детей. В детской республиканской больнице острая нехватка детских хирургов и педиатров. Между тем, за 2014 год в Абхазии родились 2105 детей и еще 184 за пределами нашей страны. Стратегическая проблема, которую я хотела бы здесь, пользуясь случаем, огласить, это вопрос создания детской реанимации. Ну и, конечно, вопрос оснащения детской республиканской больницы, ее материально-технической базы и ремонта. В этом плане, конечно, уже подвижки начались. На заседании также говорилось, что психиатрическая больница загружена, а курс лечения в амбулаторных условиях не всегда соблюдается больными. В этой связи врачи предлагают правительству открыть дом-интернат для граждан с психическим расстройством. Более 50% пациентов наших больных не нуждаются в экстренной психиатрической помощи, а нуждаются в постоянном постороннем уходе и надзоре, то есть сестринском уходе. Это подразумевает дом-интернат для психических больных. Право на профилактический медицинский осмотр предоставляет государство каждому бесплатно. Понятно, это не так совсем все бесплатно. Это тоже стоит на самом деле государству денег, но вопрос здоровья людей, он имеет приоритетное значение. На диспансеризацию отводится около года. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.
3 августа прокуратура Учимчирского района возбудила уголовное дело в отношении Михаила Юрьевича Константинова, 1965 года рождения, гражданина Российской Федерации, подозреваемого в убийстве. Было вынесено постановление об объявлении данного лица в розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Михаил Константинов временно проживал в доме Гурама Чагава в селе Кутол Учимчирского района. В ночь с 1 на 2 августа на почве внезапно возникшей ссоры Константинов нанес Чагава несколько ударов тупым предметом, отчего последний скончался. После этого Михаил Константинов сбросил тело Чагава в колодец во дворе дома, где и был обнаружен труп. Правоохранительные органы Абхазии направили соответствующую информацию о Константинове в российские пограничные структуры, которые и задержали его на границе. Между тем, вчера, 4 августа, российские СМИ сообщили о задержании мужчины, незаконно пересекавшего российско-абхазскую границу, подозреваемого в совершении серии тяжких преступлений как на территории России, так и в Абхазии. Константинов подозревается в совершении убийства 2 милиционеров в Московской области осенью 2014 года. Роман Джопо назначен начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия. Указ об этом подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Роман Джопо – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Долгое время жил и работал в России, в частности в Санкт-Петербурге, где в свое время заканчивал ветеринарный институт. Последние 10 лет являлся старшим врачом управления ветеринарии города Сухум и Сухумского района. В городе Гал состоялось собрание актива района. Встреча была посвящена подведению итогов за первое полугодие 2015 года. Подробности в материале Ренаты Шакая. В Гальском районе до войны было хорошо развито сельское хозяйство. Здесь выращивали различные плодовые и овощные культуры. А на сегодняшний день инфраструктура района в упадке. Жители в основном зарабатывают на продаже ореха. В год в хозяйствах собирают более 12 тысяч тонн ореха. За полугодие показатели в некоторых сферах сельскохозяйственной деятельности неплохие. Но есть и те, кто за это время не справились с плановыми заданиями. Исполнение за первое полугодие по местному бюджету составило 112%. И получена дотация из республиканского бюджета в сумме 42 миллиона 773 тысячи рублей. Если брать такую сравнительную картину с первым полугодием 2014 года, то получено на 526,8 тысячи рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года. Бюджет района сегодня не позволяет восстановить сельское хозяйство. Сюда поступает всего 120 миллионов рублей из государственного бюджета. А между тем Гальский район на втором месте по численности населения после столицы. Большая часть населения, а это около 17 тысяч, трудоспособные, но из-за нехватки рабочих мест фактически безработные. 7 тысяч человек получают абхазскую пенсию. У нас фактически сельскохозяйственная промышленность в районе отсутствует. Состояние дорожной инфраструктуры не позволяет не только вести нормальную хозяйственную, торгово-экономическую деятельность внутри района, а также затрудняет работу правоохранительных и социальных служб, но и способствует усилению дезинтеграционных процессов, ограничивая центральную администрацию в возможностях оперативного влияния на периферии. Исполняющий обязанности главы администрации Гальского района Тимур Надарай отметил, что на следующий год они планируют обратиться в парламент с предложением повысить налоги с частных ореховых плантаций. Это поможет решить многие вопросы района, убежден он. В ближайшее время администрация района планирует составить 5-летний план социально-экономического развития района. Рената Шакая, Алексей Гухав, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с собрания актива Галского района смотрите в нашей программе сегодня. Компания «Аквафон» вместе со своими абонентами 15 июля отметила свой 12-й день рождения. Несколько конкурсов для подписчиков были организованы в социальных сетях. Уже подведены итоги 3. Результаты последнего конкурса «Объединяя лучшее», стартовавшего 17 июля, были объявлены накануне в Центре обслуживания на проспекте Мира. 2 девушки-победительницы в 2 номинациях стали счастливыми обладательницами смартфонов Apple iPhone 6. Не оставил без внимания «Аквафон» и самых активных участников состязания. Подробности в материале Налы Мукба.
Студентка Рафида Амичба, хоть и является активным интернет-пользователем, редко принимала участие в конкурсах в социальных сетях. Посыл добра, желание привлечь своих абонентов к социально значимым проектам всегда находит отклик у аудитории. Интересные конкурсы, организованные Аквафон, привлекают все больше людей. В их числе оказалась и Рафида Амичба. Так неожиданно девушка стала победительницей номинации «Национальные достижения» в конкурсе «Объединяя лучшее», посвященном 12-летию компании. Именно ее номерок был выбран генератором случайных чисел. Для участия в номинации подписчикам страницы Аквафон в сети Instagram было необходимо сделать репост публикации Аквафон с описанием конкурса, опубликовать фото или видео наиболее значимого достижения Абхазии в сфере науки, культуры и спорта и поставить хэштеги. Хочу поблагодарить компанию Аквафон за предоставленную возможность каждому пользователю Instagram быть участником данного конкурса. Спасибо за то, что делаете нашу жизнь ярче подобными конкурсами. Успеха вам, процветания вашей компании. Аквафон, как правило, отмечает праздник всегда вместе со своими абонентами. По традиции, в свой день рождения виновник торжества сам радует подарками своих абонентов. Ко дню рождения компании еще одна номинация «Лучшее от Аквафон» была учреждена в рамках конкурса «Объединяя лучшее». К фото или видео наиболее значимого, по мнению участника конкурса проекта, организованного Аквафон, необходимо было придумать оригинальный слоган. В этой номинации победителя выбирали сотрудники рекламного отдела сотовой компании. Процесс отбора оказался весьма сложным. Много интересных идей было предложено жюри. Среди них такие слоганы, как «Мы с тобой одной связи» и «Вместе в доброе будущее», которые также соответствуют направленности компании. В этом году мы в рамках нашей программы работы на социальных площадках компании Аквафон реализовали как никогда активный проект. 5 конкурсов. Это очень интересно. Оценка нашей работе, оценка тому, что мы даем аудитории подписчиков, их активность. Нам очень приятно, что активность в этих 5 конкурсах была настолько высока, что количество работ в последнем конкурсе «Лучшее от Аквафон» достигло 500. Наиболее талантливыми, по мнению жюри, признаны самые молодые участники конкурса. Но все же предпочтение было отдано 14-летней школьнице Алане Басария, автору слогана на абхазском языке «Эсэмшайра Юхуб Угуйташаша». Именно он, по мнению представителей Аквафон, отражает идеологию компании и их желание давать обществу нечто большее, чем связь и современные технологии. Сами наши подписчики стали задавать вопрос, а можно ли создать слоган на абхазском языке? Безусловно, мы с большим удовольствием поддержали вот эту идею. В ходе проекта мы поняли, что мы получим материал, который, возможно, дальше увидит свет. Что и произошло, безусловно, этот слоган пока полежит и подождет своего продукта, но настанет момент, и мы увидим его на наших баннерах. Другой участник конкурса, Арсений Чакмач, не стал победителем. Именно между ним и Аланой до последнего выбирали члены жюри. Я придумал несколько слоганов, потому что я считаю, что компания Аквафон за 12 лет сделала очень много. Она организовывает супер проекты огромных масштабов. То есть мою любимую абхазскую программу он организовал тоже, он это Апснестар. Если, дай бог, будут еще конкурсы от Аквафона, то я обязательно в них приму участие. Обе победительницы конкурса получили в подарок самый модный гаджет года – Apple iPhone 6. Аквафон не оставил без внимания и самых активных участников конкурса, наградив 10 из них за волю к победе набором VIP-сувенирной продукции от компании. На этом социальные проекты компании Аквафон не заканчиваются. Впереди много интересных задумок, чтобы и дальше радовать своих абонентов. Нала Мукбастамургожба, Абхазское телевидение. И в продолжении темы поддержки Аквафоном социально значимых проектов завораживающие красоты северных склонов горного массива Чадым. Озер Анан, Мцра, Адуада и перевала Марух скоро смогут увидеть многочисленные любители природы. Завершила работу первая летняя экспедиция проекта «Горная Абхазия. Времена года». Проект реализуется при поддержке президента Республики Рауля Хаджиба, а генеральный спонсор проекта, призванного рассказать и показать красоту высокогорной Абхазии, компания «Аквафон». Экспедиция длиной в 7 дней была разнообразна, сложна и интересна. Команда участников проекта прибыла в аэропорт имени Владислава Ардзенба сегодня ранним утром. Здесь их ожидала в том числе и наша съемочная группа. Репортажа Сиды Малия. Перелет на вертолете северных склонов горного массива Чадым до аэропорта в поселке Бабушара занял чуть более 30 минут, а экспедиция в высокогорье проходила 8 дней.
Это первая летняя экспедиция проекта «Горная Абхазия. Времена года». Его автор Тенгиз Тарба доволен результатами работы. Для всех нас, пожалуй, для нашей команды проект – это часть нашей жизни. Это то, чем мы живем сейчас, и то, что мы будем вспоминать и рассказывать. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Что может быть краше цветов, выросших на склонах высокогорья? Это горные цветы, я, к сожалению, не знаю их названия. Вот, наверное, благодаря этим экспедициям мы узнаем название цветов, названия трав летних, которые цветут, растут летом в наших горах. Это мне преподнес Раифович. При поддержке компании «Аквафон» в рамках проекта за 4 с лишним года удалось провести колоссальную работу и собрать уникальные кадры неизведанных высокогорий Абхазии. Результат проведенных экспедиций – экспертная информация о метеорологических, гидрологических и климатических особенностях горных районов, фото и видеодневники, открывшие всему миру захватывающую красоту высокогорной Абхазии. У проекта есть новый этап. К проекту примкнул Институт экологии Республики Абхазия. Вот, именно в летней серии экспедиций будет присутствовать Роман Саидович Бар. Вот, мы ждем нового ракурса проекта. Базовый лагерь экспедиции был расположен в долине реки Мцра. Приступить к работе съемочной группе удалось не сразу. Оператор Сергей Язвинский признается, надоедливый слив не вывели их из строя. Мы забыли все лекарства, от аллергии мы страдали. Но было плохо, но потом мы, пообвыклись и чего-то, я думаю, что первую серию нормально все сняли. Проект «Горная Абхазия» популярен не только в нашей стране. Видеоматериалы, выложенные в сеть интернет за короткий срок, набрали несколько сотен тысяч просмотров. Проект получил широкую информационную поддержку. Его освещают одни из ведущих информационных каналов России «Моя планета» и информационное агентство РИА Новости. Природа, казалось, подготовила сюрпризы. Луна восходила на вечернее небо одновременно с закатом солнца. Такое увидишь только в горах и на фотографиях Алана Вуба. А грациозной серной, появившейся на одном из холмов, любовались минут 10. Мы очень долго ждали животных. Мы на самом деле шумная компания. Нас много, и поэтому животные, видимо, это место обходили стороной все время. Но серна одна пришла, посмотрела на нас. В общем, мы ее где-то полчаса снимали. В общем, серна будет. Попозировала хорошо. Самой высокой точкой экспедиции стал хребет горы Хака. Ее высота достигает 2503 метра. Также съемки проводили в районах нескольких озер, рек и водопадов. В данном случае команда вновь столкнулась с трудностями топонимики. Анаан, Анна или Мцра. Как оказалось, название одного и того же озера. Разночтение в картах, как пояснили специалисты, связано с махаджирством. Истинное географическое название могли произнести только коренные жители. Постепенно названия топонимов искажались. Ситуация окончательно запуталась после 1917 года, когда военные и топографические карты засекретили. Подробнее о загадках абхазской топонимики рассказал эксперт. Гора Чадым, это известная история, да? Что по-армянски это обозначает, не знаю. Просили у топографа, как называется эта гора. Пастух сказал Чадым, написали Чадым, это официально теперь. Значит, надо думать, переименовывать, действительно искать какие-то корни. До 1917 года все было нормально. Есть карты, есть люди, которые ходят по этим картам. Тут переворот, большевики, а большевики, у них была такая мания, шпиономания, параноидальная. Людей не допускали к картам. Карты не выпускались вообще. Туристские карты, они были недостоверны и заведомо даже ориентированы в разные стороны. Можно было заблудиться по ним. Таким образом, картография пошла по нелогическому пути развития. Еще одна задача проекта – воссоздать и утвердить карты и исконные названия горных топонимов. Я бы хотел еще раз поблагодарить президента Республики Абхазия за поддержку в этом проекте. Хочу поблагодарить генерального спонсора наших экспедиций, компанию «Аквафон». Без их участия, без их поддержки эти экспедиции были бы невозможны. Презентация видеоматериалов с первой летней экспедиции пройдет в скором времени. А пока при поддержке компании «Аквафон» экспедиции в высокогорье Абхазии продолжатся. Асида Малия, Джустан Амичба, Абхазское телевидение. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 7 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com.
Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуми вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 7 августа, гость в студии министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 62 рубля 72 копейки, евро 68 рублей 14 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 32-34 градуса. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.